Генетически модифицированный организм, в данном случае растение, является тот организм, в геном которого в искусственной инвитровской системе включен какой-то дополнительный ген, которого у этого организма эволюционно не было. Пример. Мы имеем картофель. У него геном есть. Геном – это комплекс или совокупность генов, которые определяют все признаки и свойства, которые нас интересуют. Это урожайность, цвет, качество продуктов и так далее. Мы туда можем строить сегодня любые гены. Почему сегодня много об этом говорят и почему людей это интересует? Если методом скрещивания мы тоже изменяем геном, но там есть генетические ограничения. Мы не можем скрестить любые желаемые нам организмы. Мы не можем скрестить таракана с арбузом, как делал в анекдоте Василий Иванович. Эти методы, современные методы молекулярной биологии и биотехнологии позволяют гены встраивать любые, без ограничений. Нет генетического барьера, какие гены можно переносить. Эта технология, я имею в виду перенос генов в системе инвитро, начала разрабатываться в 70-х годах XX века. Активно. Первая работа – это конец 70-х, начало 80-х годов. В конечном итоге эта технология сейчас стала традиционной, тривиальной, и уже более 14 лет на рынках в мире, в Западной Европе, в Америке, да и в других, в общем, странах, и в развивающихся тоже, существуют так называемые генетические продукты, полученные из генетически модифицированного организма, а мы их называем генетически модифицированные продукты. Вы знаете, их, наверное, я даже не смогу назвать все. Их достаточно много, я могу назвать приоритетные и те сорта, которые давно получены и занимают лидирующее место в мире. Первое место – это рис, хлопок, картофель, ну и целый ряд – кукуруза. Ну и соя, наверное. Кукуруза и соя. Я упустил, совершенно вы правы. То есть и соя стоит у нас вообще на втором месте после риса. Это те виды, которые в мировой сельскохозяйственной промышленности, скажем так, они занимают лидирующее положение. И за последние 5 лет урожайность этих культур, о которых мы говорим в мире, повысилась благодаря вот этим подходам на 41%. Я вам хочу напомнить, что в 1973 году было опубликовано открытое письмо 9 лауреатов Нобелевской премии, среди которых был и Уотсон, тот самый первооткрыватель модели ДНК, в которых было воззвание к ученым мира отказаться от подобных технологий по рекомбинации и переносу генов. Потому что это может привести к непонятным последствиям. За это время Уотсон и многие исследователи, которые предупреждали о некой опасности, выступая во многих своих публичных заявлениях, говорят, что единственный путь, по их мнению, дальнейшего развития промышленной, сельскохозяйственной, точнее, продовольственной базы – это использование современных биотехнологических и молекулярно-биологических методов, то есть и генетически модифицированных, получение организмов генетически модифицированных. Ибо только так на ограниченной площади Земли можно повысить урожай, не используя достаточно вредные для окружающей среды и здоровья человека пестициды, получить экологически, как мы говорим, не очень верное понятие, но свободные от токсических соединений продуктов и получить безопасный продукт. За эти годы не было ни одного случая зафиксировано, который можно было бы отнести к каким-либо вредным эффектам и последствиям. Почему такая уверенность и почему такие анализы? Я хочу сказать, что сегодня, когда ученые получают сорт растения, используя подобные технологии, работая на уровне генов, они пользуются минимум 15 международными декларативными документами, которые обеспечивают безопасность получаемого генетически модифицированного продукта. Я считаю, что нужно об этом знать, мы должны понимать, что это такое, мы должны понимать, что мы и должны иметь выбор, но мы должны понимать, что сегодня, когда мы потребляем продукты, покупаем на рынке, у людей, которые выращивают на своих приусадебных участках, то мы можем получить еще больший вред, потому что эти продукты никто никогда не контролирует, это не традиционным методом.
получены. А те генетически модифицированные продукты, которые получены по современным технологиям, они проходят испытания на уровне безвредности, требования более жесткие сегодня, чем к лекарственным препаратам, потому что они затрагивают всю экологическую систему планеты. Как только этот продукт уже сделан и получено разрешение, дальше на рынке мы с вами никогда не узнаем, генетически модифицированный он или не генетически модифицированный. И желание создать лаборатории, которые бы контролировали эти продукты, они во многом бессмысленны, потому что какой ген туда встроен, если мы не знаем? Провести секвенирование всего генома и определить соответствие данного генома дикому штамму – это бессмысленно. Миллер, замечательный исследователь американский, он сказал, что генетически модифицированные продукты существуют уже 10 тысяч лет. Тогда, когда мы начали заниматься сельским хозяйством, получать гибриды. Да? Скрестили мы тритикали, 2 вида разных. И мы получили новый сорт. И мы этот тритикали едим сегодня. Были проведены такие глубокие испытания, как для генетически модифицированных продуктов, влияние данного продукта на организм? Нет. Но мы его едим, и нас это не беспокоит. Это генетически модифицированный продукт. Только разница в том, что мы выделили ген в пробирку и встроили его опять в организм, и дальше мы ничего не вмешиваемся. Природа определяет. Если неудачная комбинация, он не выживает. Так что я считаю, что появление генетически модифицированных продуктов и появление данной технологии – это этап развития не только науки, но современных наукоемких технологий. И развивая наукоемкие технологии, мы начинаем понимать, что продукты, которые мы едим, мы должны контролировать и знать о них все. И с этой точки зрения я с оптимизмом даже смотрю на то, что мы об этом говорим, нас это волнует, мы образовываемся в этом плане, принимаемся законодательство или не принимается, но обсуждается законодательство о том, что необходимо маркировать эти продукты, и это необходимо, мы должны это знать. Но это означает, что если мы начнем маркировать эти продукты, вы знаете, я думаю, что через несколько лет мы больше будем предпочитать приобретать эти продукты, нежели продукты не маркированные, неизвестного происхождения. Это моя точка зрения.